Кибилов Максим Иосифович родился 20 апреля 1913 года в селе Ахалдаба Ленингорского района Южной Осетии. Окончил школу, фабрично-заводское училище, Тбилисский дорожно-топографический техникум и военно-пехотное училище в городе Тбилиси Грузинской ССР. Окончил юридический факультет Харьковского института. Служил в рядах советской армии с 1937 по 1946 годы. Кибилов Максим Иосифович прошел Великую Отечественную от звонка до звонка. Свой боевой путь начал с Финской войны в 1939 году. В 1943 году с отличием окончил танковое училище и был назначен командиром 1-й батареи 53-го отдельного гвардейского самоходного артиллерийского дивизиона 48-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Прошел с боями от Северного Кавказа до логова фашистской Германии, Берлина. 4 раза был ранен, дважды контужен, его несколько раз оперировали. Конечно, здоровье в окопах на передовой было подорвано. Но Максим Иосифович в жизни был человеком большой воли, каждый раз, выходя из госпиталя или медсанбата, вновь торопился в строй на передовую. По выходу из боев Кибилов Максим был назначен парторгом батареи. Воинское звание капитан. По орденам и медалям Максима Иосифовича можно изучать географию Великой Отечественной. За каждой наградой тяжкий ратный труд, ранения и кровь. Орден Отечественной войны 1-й степени. Медаль за победу над Германией. Орден Александра Невского. Медаль за взятие Берлина. Медаль за взятие Кёнигсберга. После демобилизации из рядов советской армии в январе 1946 года, вернувшись в Южную Осетию, Кибилов Максим Иосифович женился на Цхавребовой Ольге Ивановне, медицинской сестре, воспитал 3 детей. Кибилов Максим Иосифович работал на разных должностях в Юго-Осетинской автономной области. 16 апреля 1946 года назначен народным следователем Ленингорской районной прокуратуры, с 24 декабря 1947 года следователем прокуратуры Знаурского района. 27 января 1955 года назначен прокурором Знаурского района. С 2 апреля 1961 года прокурор Джавского района. 1 декабря 1964 года назначен помощником прокурора города Цхинваля до 29 апреля 1966 года, затем с 7 июня 1966 года старшим следователем прокуратуры города Цхинваля в связи с реорганизацией Цхинвальской межрайонной прокуратуры. О своем дедушке Кибилове Максиме Иосифовиче рассказывает Алан Кибилов, который так же, как и его дедушка, служил в следственном подразделении прокуратуры Южной Осетии. Мой дед Кибилов Максим Иосифович редко рассказывал про войну. Думаю, ему было тяжело вспоминать то жестокое время. Он прожил непростую, полную испытаний жизнь, прошел всю войну от Керчи до Берлина, проявил мужество, умение руководить, командовал батареей самоходных артиллерийских установок. 4 раза был ранен, дважды контужен, но каждый раз возвращался в строй. В 1946 году, после демобилизации, он начал работу в органах прокуратуры Юго-Осетинской автономной области на должности следователя. Впоследствии работал на разных должностях, возглавлял прокуратуры Знаурского и Джавского районов города Цхинвал. Работав 23 года в органах прокуратуры, он всегда оставался справедливым и принципиальным. С детства я хотел пойти по его стопам, и спустя много лет после смерти деда я был принят в следственный отдел Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия, где также проработал более 10 лет.
За долгие годы безупречной службы Максим Иосифович заслужил глубокое уважение коллег и руководства, став примером профессиональной честности. Его трудовой путь в органах прокуратуры был отмечен множественными поощрениями, что свидетельствует о высоком профессионализме и исключительной ответственности в исполнении возложенных обязанностей. 21 июля 1954 года Кибилову Максиму объявлена благодарность за успехи в учебе и с активным участием в общественной работе приказом по Харьковским курсам прокуратуры СССР. 5 декабря 1957 года приказом прокурора ГССР объявлена благодарность за достигнутые успехи в работе. 10 мая 1961 года награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета ГССР. 8 мая 1965 года награжден почетной грамотой прокуратуры ГССР. 4 ноября 1967 года прокурором области объявлена благодарность за примерное исполнение служебного долга. Умер Максим Иосифович 29 декабря 1989 года.